5 августа в полную силу можно стало работать с посетителями музеем и Центром дополнительного образования. РЦДО, как главный организатор и вдохновитель многих программ, запускает целую серию новых. На базе Центра информационного образования для детей IT-КУБ открываются образовательные интенсивы по 4 направлениям. Это будет программирование на Python, виртуальная дополненная реальность и системное администрирование и Scratch-технологии. То есть это вот все открывается у нас на базе IT-КУБа на Ленина 74. И еще в нашем филиале, в Визинском филиале, открывается образовательная программа. Они называются «Успешные каникулы». С 5 августа возобновили работу и физкультурно-спортивные учреждения. В конной школе, например, уже ждут не дождутся своих воспитанников. Во время пандемии время здесь, похоже, даром не теряли. В первую очередь подлечили лошадей. А еще конкурное поле, которое не ремонтировалось аж с 2000-х. Его частично оградили новым забором. А на президентский грант, который выиграли в этом году, установили оздоровительную площадку. Еще один грантовый проект по лечебной верховой езде тоже начинает работать. Лечение больных детей, которых ДЦП, там, сколиоз и так далее, аутисты даже. И мы по одному, по 2 человека. Они в помещении не заходят, приезжают сюда. Есть заключенное соглашение с ипотерапевтом, с Надеждой Поповой. Они приезжают по одному человеку по расписанию, занимаются на открытом воздухе, лечат по полчаса, лечат детей. Вот это тоже очень полезно. То есть мы, тренировочного процесса нет, мы не мешаем лечению, как говорится, друг другу. Сегодня специалисты обновляют программу тренировочного процесса и готовят расписание на новый сезон. Впрочем, здесь сборная команда уже тренируется. Разрешение им дали буквально сейчас. Сборная тренируется у нас каждый день, у них по 2 тренировки. Стараемся их не кучковать на поле, они занимаются в основном индивидуально, но занимаются в полном объеме, так как лошади должны быть у нас в тренинге, потому что мало ли будут впереди соревнования, а лошадь должна уже быть готова к старту. Спортивная школа Олимпийского резерва тоже до этого момента тренировала лишь сборную команду региона по лыжным гонкам. А с 5 августа учреждение открыло двери и для других ребят. Стартовала разом и начальная подготовка, и тренировочный этап. В школе сегодня занимаются 150 спортсменов, но уже осенью ждут и новичков. В принципе, несмотря на наши сегодняшние условия, интерес к спорту не пропадает, заявки в школу подаются. Планируем набор на отделение биатлона. Все спортсмены каждую неделю проходят тесты на ковид. Ну и, само собой, утренние фильтры, измерение температуры и обработку рук антисептиком. Именно при соблюдении этих мер безопасности с 5 августа могут работать физкультурно-спортивные организации. За исключением Воркуты и Усинска. Бассейны и фитнес-центры же планируется открыть лишь с 30 сентября. С 15 августа возобновляется бронирование мест и размещение граждан в гостиницах и на туристических базах. А с 1 сентября во всех школах и детских садах региона начнется новый учебный год. Очно, как в мирное время. А вот театры и концертные залы своих зрителей смогут вернуть разве что в октябре. Пока же артистам разрешено лишь вернуться к работе. Готовят для нас премьеры. Роман Истомин, Елена Кононова, Виктория Денисова, Олег Жуковский, Иван Богомолов. Телеканал «Юрган».